Длина железной дороги от станции Томот до Нижнего Бестяха почти 450 километров. Чтобы их преодолеть, грузовому поезду требуется около 16 часов. Рельсы проложены сквозь тайгу, через многочисленные горы и реки. Профиль он, можно сказать, такой ломаный. Где-то подъемы постоянные, спуски вот такой вот волнистый. Запоминается он, конечно, сложнее. По железной дороге везут практически все виды народно-хозяйственных грузов. Стройматериалы, продукты питания, различную технику. Составы на станции Нижний Бестях принимают каждый день. Длина составов достигает 70 вагонов. Общий вес, который они перевозят, 3200 тонн. Для транспортировки такого же количества по автомобильной дороге потребовалось бы не меньше 80 грузовиков. Сейчас здесь перерабатывают 1500 вагонов каждый месяц. На 20% больше показателей прошлого года. Но и это далеко не предел, уверяют специалисты. Когда станция будет достроена и выйдет на проектную мощность, цифры вырастут в разы. Сейчас ведется, модернизация, запуск грузовой площадки, что, безусловно, увеличит погрузово-выгрузочную емкость и грузовые фронты станции. Спрос на железнодорожные перевозки в Якутии растет, во многом благодаря удобству и надежности. Это позволило в прошлом году транспортировать свыше 4 миллионов тонн грузов и получить рекордную прибыль. Решением Совета директоров практически 50% от чистой прибыли отправили дивидендов акционерам. Это в основном получила республика и Российская железная дороги. То есть вернули в экономику, в государство. Стоим, заехали. Николай Сидоров готовится к рейсу Нижний Бестях-Томот. Впервые в роли дублера машиниста. Под присмотром старших коллег ему предстоит показать на практике, чему учился несколько лет, а уже в следующем месяце самостоятельный выезд. Работа требует внимательности, надо следить за всеми сигналами, за путями, за положением стрелок. Значимость магистрали повышается с каждым годом. Из-за обмеления в верховьях Лены доставка грузов по железной дороге уже признана оптимальной схемой северного завоза. Поэтому сейчас специалисты готовятся к очередному сезонному увеличению объемов работы. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Якутия.